Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Якутии созданы все условия для сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Наряду с официальной дипломатией активно работает народная дипломатия. В укрепление связи между народами региона свой вклад вносит Ассамблея народов республики. О работе Ассамблеи и ближайших планах мы поговорим с гостем студии Александром Подголовым, председателем Ассамблеи народов республики. Александр Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько представителей народов входит в Ассамблею народов Якутии? Наверное, так нельзя ставить вопрос, да? Потому что в наше общественное движение входят общественные организации. Я вам могу просто пример привести. Например, вот есть русская община, которую представляю я, например, да? Но кроме этого есть еще представители такого сословия, наверное, да, как потомки государевых имщиков. Или, например, у нас два общественных формирования казаков. И они тоже вроде как бы русские, но в то же время среди казаков есть и якуты. Да? И поэтому говорить вот четко, сколько национальностей, ну, входит где-то в таких вот сформированных, которые общественные организации, их около 30. Но я еще раз говорю, что к нам входят и другие формирования, которые, в общем-то, созданы не по национально-культурным соображениям. Например, у нас есть представители Русской Православной Церкви и представители мусульман. Вот, как бы религиозные представители. Вот. Поэтому говорить, четко считать, сколько у нас национальностей, я не берусь, а входит 42 общественных объединения различных. А какая работа проводится в нашем регионе по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия? Ну, здесь, наверное, мне хотелось бы сейчас остановиться на том, что в последнее время мы маленько переформатировали работу Ассамблеи. В конце прошлого года мы провели съезд, у нас было 3 сопредседателя, это не соответствовало уже каким-то юридическим нормам, правовым, и поэтому был проведен съезд, где меня избрали председателем, и у меня появилось 2 заместителя, которые ранее были сопредседателями. И на первом же совете Ассамблеи мы приняли решение разделить нашу работу на 4 направления. Первое – это общественно-политическое. Его у нас возглавил Алиш Забит Аглы Мамедов. Следующее – это социально-культурное направление. Его возглавила Антонида Николаевна Корякина. Следующее – это работа с социальными сетями, со средствами массовой информации. Это у нас возглавила Татьяна Васильевна Парникова. И 4-е направление – это работа с муниципалами, которую у нас возглавил председатель Мелинского Ассамблеи народов Бесенбаева. И вот по этим 4 направлениям как раз мы и работаем. В первую очередь, конечно же, та работа, ее не видно, она не такая публичная, это общественно-политическая, потому что представители Ассамблеи, они работают в различных государственных, муниципальных комиссиях, рабочих группах, выступают со своими предложениями, замечаниями, практически принимает принимает участие в работе всех муниципальных районов. И кроме этого и принимает активное участие в политической жизни своих районов, там, где проживает, и в том числе и в городе тоже. Ну, самый большой пласт – это, конечно, социально-культурный. Это празднование различных праздников, посещение друг друга, традиций, какие-то проводим праздники совместные, посещаем друг другу, ходим в гости. Поэтому это очень много, и многие почему-то считают, что это основная работа. Да? Как будто только поем песни и пляшем. На самом деле просто это заметно, и кроме этого слишком много народов, и каждый народ, он, естественно же, празднует свой какой-то праздник. И отсюда такое впечатление, что занимаемся только песнями и плясками. Хотя это не так. Очень серьезно
сейчас начали работать с районами, потому что у нас хоть и числится, что у нас 19 филиалов в Ассамблее народов, но, честно положить руку на сердце, хорошо работают это Мирнинское отделение и Алётнинское. Да? Других мы пытаемся пока дотянуть, потому что на самом деле у нас там, наверное, мы не можем найти пока лидеров этого движения, которые могли бы направить, как-то оживить работу, внести что-то новое в работе. А может быть, это повлияло эта пандемия, которая была в районах, может быть, из-за этого сейчас приутихла их работа, но мы пытаемся как-то ее наладить. Ну и, конечно же, это социальные сети, СМИ и прочее. Пытаемся работать, выходим, делимся все, что мы проводим, все, что проводят национальное культурное объединение. Ну и здесь надо еще сказать, что у нас очень хорошо работает это Молодежная ассамблея народов республики, которая проводит большую работу среди молодежи и берутся за любое дело, какое им не поручишь, и у них постоянно какие-то идеи. И я думаю, что с сентября, сейчас они месяц отдохнули, сейчас придут с новыми силами и опять будут какие-то новые проекты, какие-то акции. Александр Григорьевич, на ваш взгляд, насколько у нас развито гражданское общество? Ну, к гражданскому обществу надо как-то подходить осторожно, да? Потому что во многих странах так называемое гражданское общество на той же Украине сделало так, что там произошел Майдан, да? И гражданское общество гражданскому обществу рознь. Тут, наверное, надо вносить какой-то понятийный аппарат отношения к этому слову. По-моему, что гражданская активность, активность населения, она в последнее время усилилась. Это особенно было ярко заметно во время, когда были пожары в прошлом году, когда общественники поднялись, организовали штаб. Очень было заметно. Это дальше же и продолжается. Началась спецоперация, и люди сами, в общем-то, без каких-либо этих нажимов или какое-то там давления сверху, сами проводят различные акции, сами собирают благотворительную помощь, сами отправляют. Поэтому если в этом разрезе говорить о гражданском обществе, то я думаю, что у нас с активной гражданской позицией людей стало больше. Людей, которые готовы, скажем, свое гражданское отношение к жизни, как гражданин, их стало больше, таких людей. Поэтому, я думаю, у нас нормально в этом плане. Главное, чтобы не стало как на Украине. Какова роль национальных лидеров? Как вы смотрите на популярность людей в социальных сетях? Какой должна быть ответственность таких людей? Тут, наверное, надо разделить, по поводу национальных лидеров. Мне трудно судить. Я знаю всех национальных лидеров. Мне кажется, что они в своих, скажем, диаспорах, в своих общинах, они пользуются авторитетом. Насколько они авторитетны среди других народов, очень трудно мне об этом судить. Среди нас, конечно, мы друг друга уважаем, мы общаемся, у нас очень хорошие взаимоотношения, мы часто встречаемся, часто обсуждаем многие проблемы, мы даже иногда и ссоримся по некоторым вещам. Такое очень живое у нас общение. А говорить, насколько они популярны, насколько они авторитетны, я это, к сожалению, сказать не могу, но мне все-таки кажется, что все-таки это люди авторитетны, потому что, как правило, это все люди, которые прожили в республике не один год, а многие даже здесь родились, и поэтому все-таки авторитет у них есть. По поводу социальных сетей, я могу вам сказать, что, если говорить честно, национальных лидеров, если мы о них говорим, лидеров национальных общин, мне кажется, по-моему, человека 4 всего только ведет какие-то социальные сети, в том числе и я, я просто привык, будучи еще депутатом, когда-то, что надо вести социальные сети, быть на виду, что-то рассказывать. Это больше дело привычки.
А вот сказать, что среди национальных общин, лидеры, чтобы я такого сказать не могу. Вообще, наверное, на пальцах одной руки я могу, наверное, перечислить национальные общины, у которых есть свои социальные сети. Но я не знаю, хорошо ли это или плохо, но социальные сети очень серьезно, конечно, влияют на жизнь нашу и политику, я бы сказал, и даже, наверное, и экономику, и вообще на взаимоотношения людей. А мне кажется, что некоторые ваши ровесники, так они вообще, по-моему, живут больше в социальных сетях, чем в реальной жизни. Поэтому социальные сети надо заниматься, даже если тебе не хочется, даже если тебе не нравится. Расскажите, с какими организациями сотрудничает Ассамблея народов на российском и международном уровне? Ну, вот здесь на международном уровне надо сразу сказать, что перед нами нету такой цели именно сотрудничать с какими-то международными организациями, потому что у нас есть диаспоры, которые представляют так или иначе людей, которые приехали так из-за границы. Да? Это, например, азербайджанцы, армяне, узбеки, таджики, киргизы. Так или иначе, это все-таки представители других стран, хотя уже многие являются членами, то есть не членами, а гражданами Российской Федерации, но их земляки, которые приезжают, как правило, все-таки граждане тех стран, откуда приехали. И здесь мы только принимаем участие, когда кто-то приезжает из представителей тех республик к нам сюда, в республику, в нашу, и, соответственно, мы принимаем такое участие, выслушиваем и решаем проблемы, которые ставятся этими представителями. Или если они с какими-то концертами приезжают, то мы, в общем, помогаем в организации. Но как таковых вот конкретных у нас нет, потому что к нам так или иначе все эти народы в ассамблею входят. Если говорить о сотрудничестве с другими общественными организациями российскими, то мы, конечно, сотрудничаем со многими. Мы, скажем, честно могу сказать, мы одна такая из передовых ассамблей в Ассамблее народов России. Как пример я могу привести, когда проводили первый конкурс «Гордость нации», то первым победителем стал представитель Якутии Анатолий Анатольевич Добрянцев, недавно ушедший из жизни. Он №1 стал именно этого турнира. Весной этого года опять ассамблея проводила конкурс, и у нас победила Татьяна Васильевна Парникова по другому конкурсу. Ну и я, например, в конце прошлого года, опять когда проводился конкурс Ассамблеи народов России на лучшего лидера национально-культурных объединений, я тоже стал победителем. Ну, вот вам как бы за короткий период то, что мы принимаем самое активное участие. И вот когда мы праздновали ИСЭХ, и у нас было очень много различных мероприятий, в июне месяце к нам приезжала Светлана Константиновна Смирнова, которая является председателем Ассамблеи народов России и вице-президентом другой ассамблеи, которая называется Ассамблея народов Евразии. Сейчас мы, кстати, думаем, вступать нам в эту ассамблею, не вступать, потому что там тоже очень много проектов. И между нами и ассамблеей подписан договор о сотрудничестве. Ну и самое интересное, что сейчас мы когда поговорили, когда мы их свозили на реку нашу, им очень понравилось, и родился такой вот у них проект «Реки мира». И вот они хотят сделать такую программу, и одной из первых проектов и акций, которая будет касаться, это будет наша река. Мы сказали, что мы поддержим и обязательно выйдем на соответствующие правительственные структуры наши, чтобы поддержали именно для того, чтобы сюда приехали другие народы, чтобы здесь опять мы обсудили те проблемы, задачи, которые стоят вообще перед народами планеты. Хорошо, если это состоится. Ну и буквально вот в июне месяце мы сейчас подписываем различные договоры о сотрудничестве. Мы подписали договор тоже с одной из ведущих ассамблей
России, это Ассамблея народов Хабаровского края. Мы подписали, как раз там у нас проходил праздник ИСЭХ, там. Вот мы как раз подписали соглашение с Хабаровским краем. Ну, я очень много говорить, Кристина, могу и дальше. Да, в следующий раз обязательно мы еще поговорим. Спасибо, что ответили на наши вопросы. О работе Ассамблеи народов Республики мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.